Здравствуйте, в эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тымыров. По факту обращения в медучреждение Аймяконского района 32-летнего уроженца Намцев с дробовым ранением в Височной области проводится проверка. По предварительным данным, пострадавший распивал спиртные напитки в компании общих знакомых в селе Аймякон, в ходе которого возникла потасовка между его приятелем и 24-летним местным жителем, который впоследствии выстрелил из ружья в микроавтобус Toyota Хайс, внутри которого на пассажирском сидении находился потерпевший. В настоящий момент подозреваемый задержан сотрудниками полиции. У него изъято охотничье ружье, зарегистрированное на отца. Состояние пострадавшего стабильное, он получил необходимую медицинскую помощь. По данному факту сейчас проводятся следственные действия. В ходе проверки будут установлены все причины и обстоятельства происшествия, передает пресс-служба регионального МВД. В Мегино-Кангалском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки. Так, по версии следствия, в марте этого года в селе Майя инспектором ДПС было установлено транспортное средство с погруженной крупногабаритной специальной техникой, транспортировка которой осуществлялась без специального разрешения. В момент составления инспектором протокола о нарушении обвиняемый, который сопровождал большой груз на другом легковом автомобиле, предложил сотруднику взятку в размере 20 тысяч рублей. Однако инспектор ДПС переданные ему в качестве взятки деньги не принял и вызвал следственную группу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд прокурором в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура города Якутска в целях противодействия незаконному завышению цен провела проверку исполнения законодательства о ценообразовании на основные продовольственные товары. Осуществлены проверочные мероприятия в 20 магазинах города. Факты необоснованного завышения цен установлены в деятельности 18 торговых предприятий. Так, нарушение порядка ценообразования выявлены на такие товары, как детское питание, мука, соль, молоко, чай, масло сливочное, макаронные изделия и прочее. По выявленным нарушениям прокуратурой города в отношении виновных лиц возбуждены административные дела. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры города. А теперь о происшествиях из-за пределы региона. Так, в башкирском селе затопило 78 домов. МЧС в воскресенье распространила кадры из затопленного села Ознаево к югу от Уфы. Река Уяза вышла из берегов и затопила улицы и дома в селе. Пострадали 78 придомовых территорий, эвакуированы 11 человек. Как видно на кадрах из села, спасатели также эвакуировали около десятка коз из затопленного сарая. И их на лодках вывозят в безопасное место. Для эвакуации местных жителей подготовили 2 школы. При необходимости они смогут принять до 300 человек, а пострадавших не сообщается. Во Франции тысячи согревающих свечей зажгли на виноградниках в Поспермуфа в Сент-Абене, Бургундия. Данные меры были приняты из-за необычно холодного апреля в Центральной Европе. Однако, несмотря на все предпринятые меры, урожаю винограда уже нанесен урон. Министр сельского хозяйства Жюльен Дерманди заявил, что будет объявлена сельскохозяйственная катастрофа. Это может помочь фермерам получить налоговые отсрочки и помощь страховых компаний. А в Санкт-Петербурге спасатели выловили детеныша серого тюленя, случайно заплывшего в каналы Петербурга. Беглец скрывался от представителей фонда друзей Балтийской нерпы несколько дней и переплывал из канала в канал. В субботу спасателям удалось поймать нерпенка в районе канала Крюково. По информации фонда, исхудавший тюлененок был замечен в пятницу около рукотворного острова Новая Голландия. Пользователи социальных сетей предложили назвать малыша Крюком в честь названия канала, где его и спасли. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.